Старшеклассницы в нарядных вечерних платьях, резко повзрослевшие юноши в строгих костюмах и смокингах, родители со слезами на глазах, провожающие своих чад в большое плавание, растроганные учителя. Воспоминания об этом вечере сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Учащиеся и педагоги Сибайского лицея номер 9 сделали все, чтобы торжество полностью оправдало возлагаемые на него ожидания. Уместить всех собравшихся оказалось не под силу даже актовому зала родной школы. Потому помочь с помещением вызвалась администрация Центра детского творчества. Вечер открылся вокальным номером классных руководителей, в котором они признавались выпускникам в любви и вспоминали яркие моменты из жизни школьных коллективов. После трогательного выступления слово было предоставлено директору лицея, самим выпускникам и их родителям. Вчерашние школьники горячо благодарили учителей за знания, проявленное терпение и понимание. В официальной части состоялось вручение выпускных аттестатов. В отдельном порядке на сцену были приглашены 7 выпускниц лицея, чьи успехи в учебе были отмечены золотой медалью. Всего в Сибае по итогам прошедшего года 55 выпускников-медалистов. 10 у гимназии номер 2 и 8 медалей у 5-й школы. Мне кажется, когда я только пошла в школу, другого пути у меня уже не было. Это в моей семье и сестра тоже у меня закончила золотую медаль. Мне кажется, это уже было предначертано, я по-другому не могла закончить школу. Да, я шла к этому целенаправленно. Я знала то, что за золотую медаль в моем университете при поступлении дают 10 баллов. Я шла к этому уверенно и хотела это получить. Для меня золотая медаль – это лишь лишнее доказательство, не знаю, подтверждение моего характера. Я по жизни человек такой, что моя позиция максималиста. Либо сделай хорошо, либо не делай никак. В целом, все выпускные вечера в нашем городе прошли благополучно. По итогам прошедших мероприятий не было зафиксировано ни одного ЧП. Сами выпускники с воодушевлением смотрят в будущее и с удовольствием делятся своими планами на жизнь. Я планирую поступить в Санкт-Петербург на программиста. Выражу огромную благодарность своим учителям, родителям, всем, кто помогал, поддерживал. Это были долгие 11 лет, мы все вместе их преодолели, и теперь только вперед. С одной стороны, мы вступаем во взрослую жизнь, и в этом есть какая-то загадка и интрига, и все-таки интересно, что там будет. И, конечно, прощаться с детством – это все-таки очень печально. Но нас впереди ждут большие перемены, и мы сами их очень ждем. Очень радостно, праздник у нас. Но с другой стороны, очень грустно, потому что мы прощаемся со школой, в которой мы проучились 11 лет, и уже будет непривычно, 1 сентября. И мы не в школе, мы не с учителями, мы сами по себе уже будем, и сами несем ответственность уже. С самого утра волнение переполняет, очень это все волнительно. И большая благодарность родителям, учителям, которые помогли дойти до этой цели. Ринат Музафаров, Азамат Галин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.